Сейчас начинаем концерт. Зима пришла, холодно, снег идет, мороз. А дома сейчас тепло, солнце, теплое море. Да, тебе говори, а мы здесь пусты, если ты не видел земли. Кто маршрут? О, эти дровники и компания Муслим. Никто. 네, 그거 말하면서 번호를 보자. 하루뷰 스타라. 한국다. 어렸을 때는 하루뷰가 안 나. У меня тут целый мешок подарков. Но я не могу, я не сделал. Тем, кто не ждет чуда в мой. Mi viene interessante. Ah, il nome con le Juve, al Darkway, ho svojo Francesco. Или у нас студенты? Да, студенты милита. Давайте-ка, студенты, проверим, как вы любите Новый год. Дедушка, может попросить их рассказать, как празднуют Новый год, куда и рада. Молодец, Недорог миг закончил. А начнем мы с рассказа о том, как празднуют Новый год в Дагестане. Как и многие народы в мире, мы в Таджикистане, конечно, отмечаем Новый год 1 декабря. Но больше всего мы любим наш национальный Новый год Наурус. Наурус – это праздник Нового года по астрономическому солнечному календарю у восточных народов. Наурус Байрам не является мусульманским праздником. Это национальная традиция многих восточных народов. Наурус – это самый древний праздник на Земле. Его отмечают народы Азии на протяжении более 5000 лет. Празднуется Наурус 21 марта, то есть день, когда ночь изменена. Если перевести название праздника с языка парси, то Наурус означает новый день. Перед праздником все люди готовят свои дома, убирают и украшают их. Перед праздником мы накрываем стол особым образом. На столе обязательно должно быть 7 продуктов, название которых начинается с арабской буквы «С», и еще 7 продуктов, название которых начинается с арабской буквы «Шин». Самым главным блюдом на столе является хамалак. Мы отмечаем этот праздник не только дома за столом, но и в этот день на улицах поют песни, читают стихи, танцуют. Раньше Наурус отмечали 13 дней, поэтому после первого дня праздника с
видели, ходили в гости к родственникам, друзьям и близким. А сейчас мы приглашаем вас в виртуальное путешествие на праздник Наурыз. Вы видите, что девушка национальную одежду держит в руках блюдо, на котором растет пшеница и чечевица. Мы сажаем ее примерно за 2 недели до праздника. К празднику они вырастают почти 7 сантиметров и становятся украшением стола, символом рождения новой жизни, Нового года. Это блюдо с пшеницей, как правило, украшает и праздничные столы. На праздничных столах должно находиться много разных блюд, но обязательно там будут плов, шурпа и вареная баранина. Мы верим, что чем больше на столе будет еды, тем благополучнее будет для нас год. Мы приглашаем вас на праздник Наурыз 21 марта. Мы уверены, что вам там очень понравится. Спасибо, девушка. Порадовала девушка. Иди ко мне и угощайся. Как интересно. Так, вижу у нас студенты из России. Расскажите нам, почему у вас Новый год любимый праздник? Русский Новый год – это семейный праздник, но многие предпочитают встречать его не только в узком семейном кругу. Это еще и массовый праздник. Каждый человек испытывает ощущение восторга, зная, что миллионы людей во всем мире делят с ним радость праздника. У древних славян, у наших предков, новогодний вечер 31 декабря известен был как Васильев вечер. Это щедрый вечер, канун Нового года. На стол подавали обильную праздничную трапезу. Это свилка для брака для Васильева вечерка. В язычестве этому дню предшествовала Велесова неделя, в честь Велеса, покровителя скота. Поэтому особенным блюдом новогоднего стола всегда был поросенок. Не разрешалось использовать птицу или зайчатину. Существовало поверье, что удача в новом году улетит или ускачет. В Древней Руси встреча Нового года была связана с весной, как с началом возрождения всего живого и ожиданием нового урожая. Славили богов, особенно Перуна и Ярилу Солнца. Просили о благополучии в новом году. С принятием христианства год в России стал начинаться строго с 1 марта, затем с 1 сентября. В 1699 году Петр I издал указ о праздновании Нового года, в котором повелел впредь лета исчислять с 1 января. Именно в это время появились фейерверки в России и массовые празднества. Новогодний праздник стали проводить шумными застольями, ночными гуляниями, хороводами вокруг украшенной елки. Также стали популярны маскарады. Императрица Елизавета Петровна продолжила традицию увеселений, но в цивилизованной форме. Она устраивала роскошные новогодние елки, на которые приглашала до 15 тысяч гостей. Вплоть до 852 года наряженная игрушками ель стояла лишь во дворце и домах петербургских немцев, пока Николай I не распорядился выставить ее на площади перед вокзалом. Немцы научили наряжать елку и русских. Петербургские кондитеры в 40-е годы организовали массовую продажу маленьких елок с заранее прикрепленными к ним свечами старости. В 1914 году царь объявил новогоднюю елку вражеской немецкой затеей, и лишь Ленин реабилитировал ее 31 декабря 1917 года. Во всех районах Петрограда зажглись пролетарские елки для детей рабочих. Правда, рождественскую звезду на макушке сменила красная пятиконечная. Однако в стране уже начинался голод. Вскоре Ленин запретил елку снова, и только в 1935 году ее реабилитировал Сталин. Во время Великой Отечественной войны для того, чтобы поддержать дух красноармейцев, приезжал в части Дед Мороз, но одет он был в советскую военную форму и желал победы над Германией. Также 31 декабря, в период с 41 по 44 год, с
конвейеров советских заводов сходили танки с надписями «С Новым годом». С 1947 года 1 января стало не только детским праздником, а официальным красным днем календаря. Современный Новый год. Это главный символ Нового года, это цветовый. Украшенный воротник. Дед Мороз также является символом Нового года. Это главный сказочный персонаж на праздник. Вообще, это изначально он пошел из мифологии. Это олицетворение зимних морозов. По легенде, он обитает в Великом Устюге или на Северном полюсе. Также символами Нового года на столе являются мандарины, советское шампанское, салат оливье. И эта трапеза всегда сопровождается просмотром советского фильма. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Как правило, ее крутят по всем каналам в течение последнего дня года. Можно так? Когда стол уже накрыт и все в сборе, включается телевизор. С его экрана глава страны приветствует свой народ и произносит праздничные пожелания. Такая традиция обращений началась в 1970-х годах, во времена Брежнева.